Их собирали с молитвой по старым заветам в особые дни. Хранили в берестяных коробах, сушили в печах. А рецепты их использования передавались от бабушек к внучкам. Для наших предков они были не просто основной составляющей лечения, а частью мировоззрения и быта. Отваром ромашки умывались, а настоем зверобоя спасались от хандры. Как вы наверняка догадались, в ближайшие полчаса мы будем говорить о лекарственных растениях. Почему в эру синтетики фитотерапия по-прежнему в тренде? Разберемся в этом выпуске проекта «Наука рядом». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Где изобрели касторку и кто собрал первый в мире гербарий? Об этом и не только в истории вопроса. Лекарственное растение Беларуси. Что растет и какие болезни лечит, спросим у эксперта. И как вручную готовят лекарства начинающие фармацевты, покажем в сюжете. Человек использовал целебное растение еще в глубокой древности. В захоронениях времен палеолита находят пыльцу тысячелистника и ромашки. Однако, как именно в то время лечили травами, мы не знаем. Рецепты передавались из поколения в поколение на словах. Как фитотерапия из народной медицины пришла в медицину доказательную, расскажу прямо сейчас. Первый письменный трактат о целебных травах содержит 15 натуральных рецептов и принадлежит шумерам. Их знания перешли по наследству вавилонянам и ассирийцам, использовавшим уже сотни растений, в числе которых корень солодки, дурман и белина. Не отставали и в Древнем Египте. В папирусе Эйберса, например, значится более 7 сотен названий. Алоэ, анис, мята, ива и многие другие известные по сей день растения. Кстати, именно в Древнем Египте впервые получили касторовое масло. Делали его из клещевины и применяли для профилактики болезней. За египтянами лечебными травами увлеклись греки. Труд Диоскорида включил более 600 растений и был авторитетным источником для врачей аж до XVI века. В Риме растительная терапия была частью военной медицины, а в Китае и вовсе стала делом царским. Император Шэньну написал более 1500 растений, среди которых женьшень, лимонник, имбирь и корица. В средневековой Европе центрами травяной терапии стали монастыри. Монахи переписывали древние трактаты и создавали собственные травники. Настоящий кодекс монастырской медицины в XI веке создала святая Хильдегарда из Бингена. Она описала более 250 растений. С появлением печатного станка травники стали массовыми. В 1485 году вышел первый печатный справочник Петера Шоффера «Сад здравия». За ним последовали труды Брунфельса, Фукса и Кальпепера. Появились и государственные фармакопеи, книги, задающие стандарты приготовления лекарств. Первая была издана в 1498 году во Флоренции. Здесь же, в Италии, впервые создали и гербарий – коллекции засушенных трав с описаниями. Их изобрел Лука Гини, основатель ботанического сада в Пизе. На Руси тем временем была своя традиция травничества. Чаще всего растения использовали лекари-зелейники, врачевавшие заговорами и обрядами. Позже появилось ремесло лечцов. Они прикладывали растения к пораженной коже и готовили снадобья. В ходу были капуста, лен, горчица и орешник. Знания хранили в книгах-лечебниках. Среди известных травник внучки Владимира Мономаха, посвященный наружным болезням. При Иване Грозном для переработки растений создаются специальные поварни, в которых работают алхимики и спиртовые перепусчики. При Петре I на Аптекарском острове в Петербурге закладывается будущий ботанический сад Академии наук. В XVIII веке началась эра химии. Ученые научились выделять активные вещества из растений – морфин, хинин и салицин. Лечение травами стало отдельной наукой, для которой в 1913 году французский врач Анри Леклерк ввел специальный термин – фитотерапия. Появились фабрики по переработке растений, настойки, экстракты, мази теперь производили в промышленных масштабах. Однако интерес к ним продержался недолго. В США и Европе популяризировали антибиотики, гормоны и сильно действующие психотропные вещества. Но ситуация кардинальным образом изменилась, когда начали исследовать побочные эффекты синтетических лекарств.
И в 70-х годах прошлого века случился травяной ренессанс. В Канаде и США открылись первые колледжи натуропатии, а в Европе ввели первые законы о регистрации растительных препаратов. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения признала фитотерапию перспективным направлением и рекомендовала странам ее развивать. В Беларуси фитотерапия развивалась в соответствии с мировыми трендами. В середине 20 века ее признали бесперспективной, но уже к концу 80-х вопрос пересмотрели. Растения стали использовать в том числе для выведения радионуклидов и укрепления иммунитета. Посодействовала распространению фитотерапии разработка государственных программ, направленных на сохранение здоровья нации. Сегодня в Беларуси практикуют самые разные методы фитотерапии. Плюс ко всему из растительного сырья производится довольно много эффективных препаратов, что было бы невозможно без постоянного исследования белорусской флоры и ее целебных свойств. Что же собой представляет современная наука о лекарственных травах, разобраться уверенно нам поможет заведующая кафедрой организации фармации фармацевтического факультета БГМУ Ольга Мушкина. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Современная фитотерапия, фармакогнозия, фармацевтическая ботаника, фитохимия – это далеко не все. Давайте с терминологии начнем. Вот хотя бы вот эти три термина. Давайте расскажем нашим зрителям, что же это значит. Начнем с фармацевтической ботаники. Это основа, это наука, которая занимается изучением морфологических внешних признаков и анатомических признаков растений, в том числе лекарственных. Зная их, мы можем отличить лекарственные растения от сходных видов. Ну, например, ромашка аптечная, хорошо известная всем, она используется в медицине для лечения различных заболеваний, но существует еще огромное количество других видов ромашек, например, непахучая, зеленая ромашка, которые не обладают такими видами активности, поэтому нужно знать те признаки, с помощью которых мы их можем отличить между собой. Фармакогнозия – это уже наука, которая изучает именно лекарственные растения, химический состав, методы заготовки, сушки, применения, получения фитопрепаратов. А фитохимия – это раздел фармакогнозии, который непосредственно изучает качественный, количественный состав химический растений и занимается методами выделения чистых субстанций. Сегодня уже используются не только цельные растения, но и по фармацевтической промышленности получают отдельные чистые субстанции из растительного сырья. А еще есть государственная фармакопея Беларуси. Ольга Владимировна. Да, мы очень гордимся тем, что у нас в Республике Беларусь есть фармакопея белорусская с 2013 года, и в 2016 году она претерпела второе издание. Это сборник нормативных документов, которые регламентируют качество как синтетических субстанций, так и лекарственного растительного сырья. На сегодняшний день наша фармакопея содержит 143 частные фармакопейные статьи, то есть 143 вида лекарственных растений допущены к официальному применению в медицине у нас. Ну, кроме того, производители могут и собственные фармакопейные статьи разрабатывать, у них называется документ по качеству, и увеличивать этот ассортимент, который мы можем использовать в терапии тех или иных заболеваний. То есть я так понимаю, что лекарственных растений в Беларуси больше, чем... Конечно, флора белорусская у нас очень разнообразная, но, к сожалению, не так быстро мы успеваем внедрять в медицину такое огромное количество. Это требует изучения химического состава, длительное кропотливое изучение фармакологической активности на лабораторных животных, потом на людях, разработка фитопрепаратов, но мы работаем в этом направлении очень активно. Слушайте, для обывателя лекарственное растение, как мне кажется, это в первую очередь заварила ромашечку, зверобой желудком, если что-то не так, заварила ромашечку. Но наверняка же в нашей стране много очень лекарственных растений, которые работают, скажем так, на профилактику и лечение самых разных заболеваний. Конечно, у нас очень много растений в республике. Черника, про которую вы забыли, в лесу, ее очень много. Побеги черники используются для лечения сахарного диабета, а плоды черники используются при диарее. Брусника, толокнянка,
зеленка используется при патологии мочеполовой системы. Липа – прекрасное патагонное средство и успокаивающее при этом. Мята, мята ее больше выращивают на участках, используется в качестве седативного средства. Календула сегодня тоже растет практически у каждого, я думаю, на приусадебном участке, который используется для полоскания полости рта. Кора дуба – шикарное средство для лечения гингивитов, стоматитов, ангины. То есть арсенал у нас очень огромный. Ну, давайте тогда о плюсах и, наверное, минусах. Во-первых, наверняка лекарственными травами вы, как специалист, порекомендуете лечить не все. Да? Конечно, не каждое заболевание можно вылечить. Та же какая-то бактериальная инфекция, которая требует применения антибиотиков, онкологические заболевания, которые требуют использования цитостатиков. Конечно, нет. Нужно, во-первых, знать, каким растением лечиться, когда лечиться. Как правило, фитотерапию используют либо для профилактики, либо для поддержания организма в нормальном состоянии, в физиологических нормах, либо на этапах долечивания, как правило, используется. То есть фитотерапия в комплексе. Но при этом не следует забывать о том, что есть готовые фитопрепараты промышленного производства, которые стандартизированы с четко установленными дозами, поэтому вполне могут использоваться наравне с синтетиками в ряде случаев, например, отхаркивающие сиропы. А если говорить о плюсах, то, конечно, растения – это целый комплекс химических веществ. И поэтому зачастую одно и то же растение, оно может использоваться в терапии нескольких патологий, то есть оно может лечить основную и сопутствующую. Например, дивисил. Он обладает отхаркивающим действием, используется при заболеваниях дыхательных путей. При этом у него положительное действие на работу желудочно-кишечного тракта. То есть большинство из нас страдают патологией желудочно-кишечного тракта. И если у человека гастрит, то это будет хорошо и в качестве отхаркивающего, и в качестве гастропротекторного средства, например. Хорошо. Опять же вопрос как специалисту, да? Что лучше, самому пойти в лес, на луг, поляну, собрать растения, заварить и, так сказать, профилактировать, будем так говорить, да? Но, опять же, обязательно проконсультироваться с врачом нужно, да? Либо идем в аптеку и покупаем уже готовые, никуда не ходим, ничего не собираем. Что лучше? Но в аптеке, конечно же, лекарственные средства стандартизированные, качественные, без всяких примесей, четко установленного вида, которые используются в медицине, допущен к применению. Все фитопрепараты, которые в аптеках, они проходят четкий контроль качества, регистрацию государственную в стране. Поэтому, конечно, это надежно. Но есть люди, которые хорошо очень разбираются в травах. Если они четко знают, как отличить один вид от другого, то, в принципе, есть у нас достаточно большие запасы ряда растений, та же черника, брусника, которую можно самостоятельно заготовить, только познакомиться с литературой предварительно о правилах сушки, когда правильно заготавливать и, в принципе, о правильном методе приготовления в домашних условиях фитопрепарата. А правду говорят, что если речь о лекарственных растениях, то использовать лучше те, которые растут у тебя на родине? То есть заморские лекарственные травы нам лучше не использовать? Здесь есть определенная концепция. Мы все живые организмы, в том числе и растения. Все состоим из клеток, и каждая клетка содержит у нас воду и микроэлементы, которые мы получаем из окружающей среды, то есть из той среды, в которой мы с вами обитаем. Так как микроэлементный химический состав у нас очень сходен, поэтому он хорошо совместим друг с другом. И легко принимают наш организм экстракты из растительных объектов нашей флоры. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Давайте посмотрим сюжет о том, как готовят лекарства из лекарственных растений будущие фармацевты. Научиться сочетать травы, разрабатывать препараты и даже создавать небольшие опытные партии. Все это возможно в Белорусском медуниверситете. А еще здесь хранится одна из самых больших коллекций трав. Гербарные образцы здесь представлены с ботанического сада Белорусского государственного медицинского университета. Коллекция кафедры включает не только культивируемые растения, но и дикорастущие, что позволяет нам отличать, например, лекарственные растения от схожих видов примесей. Именно с изучения трав начинается обучение будущих фармацевтов. Они должны четко
четко знать, какими свойствами обладает конкретное растение. В данном случае, например, представлена крапива двудомная, да, лекарственное растение, известное всем издавна, да, применяется как кровоостанавливающее лекарственное средство. И есть яснотка белая, которую студенты могут спутать, так, и таким образом на занятиях они изучают все те признаки, которые позволяют отличать лекарственное растение от схожих видов примесей. Так. Значит, также представлены образцы лекарственно-растительного сырья. Кстати, коллекцию растений студенты пополняют и сами. Отправляясь на летние каникулы, каждый получает домашнее задание – собрать и засушить 1 килограмм лечебных трав из родного региона. Далее сырье измельчается и проверяется на качество. Любая мелочь может сказать, подходит ли растение для лекарства или нет. Вторым этапом проводится микроскопический анализ, когда готовится микропрепарат. Как правило, это цельное сырье или порошкованное, но в данном случае провизор-аналитик будет делать анализ порошка и смотреть фактически наличие в данном лекарственном растительном сырье анатомодиагностических микроскопических признаков, по которым он сделает заключение, что да, в самом деле это роза псевдофрукт. Третий этап – это качественный анализ, или, как его называют провизоры, тонкослойная хромография. Это как волшебный трюк, чтобы разделить смесь на части и посмотреть, из чего она состоит. Дальше мы переходим к испытаниям или числовым показателям. Самое главное – это наличие допустимых примесей. То есть в данном случае плоды шиповника могут содержать, например, другие несырьевые части, например, там листья, да, шиповника. Их тоже содержание должно быть регламентировано. Да? Или, например, другие виды шиповника, да, которые являются нелекарственными. Всего сырье проходит примерно 6 этапов проверки, чтобы с ним начали работать. Заключающее – распознание в растениях количества полезного компонента. Мы уже измельчили, мы также добавили воду, дистиллированную или очищенную воду, то есть провели экстракцию сырья. То есть из наших плодов шиповника мы выделили необходимое для нас вещества. Вот, например, наше сегодняшнее сырье является источником витамина С. То есть официально вот оно является источником витамина С, и мы должны определить, соответствует ли количество витамина С в этом сырье тому, которое должно быть по законодательству по фармакопее. Вот оно, святая святых, рабочее место провизора-аналитика. Здесь решается судьба будущих лекарств. Сейчас начнется самый ответственный этап – проверка на прочность, или, как ее называют медики, титрование. Сейчас мы будем проводить окислительно-восстановительное титрование аскорбиновой кислоты. Провизор-аналитик титрование должен проводить сидя, локти должны быть поставлены на твердую поверхность, так, белый свет, и визуализировать мы должны устойчивое розовое окрашивание, не исчезающее в течение 60 секунд. Если цвет держится, значит тест пройден. Если нет, то, увы, лекарственное растение не получит зеленый свет. Вот так на грани химии и волшебства проверяется качество. А когда сырье готово, можно приступать к разработке препарата и даже к его тестированию. У Белорусского государственного медицинского университета есть свой виварий, он аттестован для проведения доклинических испытаний в научных целях, поэтому мы можем разработанные наши лекарственные препараты проводить доклинику и каким-то образом говорить о проявлении искомой фармакологической активности. Если препарат прошел все проверки, изготавливается опытная партия, и далее производство передается на фармацевтические заводы. С вами проект «Наука рядом». Сегодня говорим о лекарственных растениях. И не пропустите финальной части программы. Растительные препараты и сборы. Кому можно и кому нельзя, спросили у специалиста. Где в нашей стране можно получить профессиональную консультацию по фитотерапии. И как из трав производят таблетки и микстуры, покажем в сюжете. Мы снова в студии. У нас в гостях заведующая кафедрой организации фармации фармацевтического факультета Белорусского государственного медуниверситета Ольга Мушкина. Ольга Владимировна, давайте продолжим уже непосредственно про препараты из целебных растений. Да? Что разработано у вас на кафедре? Какие препараты и сборы? Благодаря работам сотрудников нашей кафедры в Государственную фармакопею Республики Беларусь вошли ряд фармакопейных статей, например, на листья ольхи серой, листья ольхи черной, цветки рудбекии. На сегодняшний день ведутся работы по изучению галеги лекарственной, кипреи или иван-чай, по-другому он в народе хорошо известен. Сегодня также ведутся работы по изучению листьев ежевики, сизой, кадилы сарматской, ну и ряда других растений, которые еще пока что у нас в секрете находятся. Ну, давайте скажем о
о том, что эффект именно от лечения в комплексной терапии, да, лекарственными растениями и препаратами из них, ну, он будет не мгновенный. Это же наверняка чем обусловлено? Опять же, здесь зависит от патологии, которую мы лечим. Если, допустим, это тот же кашель, в качестве отхаркивающего средства сиропы подорожника, плюща, девисила, чабреца, они вполне действуют достаточно быстро и эффективно. Конечно, если мы говорим, если это сопровождается тяжелой бактериальной инфекцией, тут нужно добавлять те же антибиотики, опять повторюсь. Вот. А так, конечно, фитопрепараты, они в меньшей концентрации действующие вещества содержат по сравнению с синтетическими, вот, поэтому требуют более длительной терапии, как правило. Ну вот за счет того, что здесь меньше синтетики, совсем ее нет в тех же препаратах, да, в фитопрепаратах, но противопоказания-то все равно есть? Конечно, потому что ряд биологически активных веществ имеют и свои побочные эффекты. Ну, например, тот же зверобой, про который вы говорили, да, он действительно положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, но он обладает фотосенсибилизирующим действием. То есть, если вы летом в жару пьете настойку зверобоя, то повышается чувствительность к солнцу, могут возникать ожоги, стимулируется выработка меланина, поэтому нужно быть очень осторожно со зверобоем. Хорошо. А где можно получить консультацию? Вот, ну, кроме как все пристают к провизорам в аптеке, да? Ну, провизоры в аптеке – это самые высококвалифицированные специалисты, которые готовятся к этому вопросу в течение студенчества и, в принципе, на уже этапе, когда они работают, постоянно приходят на курсы повышения квалификации. У нас они проходят в университете. Вот, поэтому самая квалифицированная первая помощь может быть оказана, конечно, в аптеке по фитотерапии. Ну и наверняка с врачом, лечащим, все равно нужно проконсультироваться, правильно? Конечно. Даже прежде чем, ну, если речь идет действительно о каких-то серьезных заболеваниях. О серьезных заболеваниях, конечно, однозначно, да. В любом случае, лучше консультировать. Лучше проконсультироваться. Ну, дело в том, что провизор, стоя у первого стола, не может собрать полный анамнез о комплексе заболеваний, которыми страдает пациент, а лечащий врач, он все-таки больше понимает, знает. То есть мы можем сказать о том, при каких заболеваниях, какие эффекты мы ожидаем от препарата, какая побочка. Но здесь еще нужно учитывать взаимодействие с другими препаратами, которые может принимать пациент, сопутствующими патологиями, которые могут быть у пациента. Поэтому, индивидуальные особенности организма. Да. Ольга Владимировна, спасибо вам огромное за то, что нашли время для нашей программы. Было очень интересно. Спасибо. А мы идем дальше, вернее, едем на завод медицинских препаратов, чтобы узнать, как из растений получают лекарства. Некоторые из них наверняка есть и в вашей аптечке. Эти таблетки есть почти в каждой аптечке. Речь идет о валерьяне. Таблетки валерьяны в их современном понимании появились относительно недавно, в начале века 20-го, когда были разработаны технологии получения стандартизированных экстрактов. Лекарственный препарат валерьяный экстракт, таблетки, покрытые оболочкой 20 мг, формируются на основе густого экстракта, полученного из корня валерьяны. Производство таблеточной массы для лекарственного препарата осуществляется в соответствии с производственной рецептурой на современном оборудовании методом влажного гранулирования. Звучит угрожающе, но на самом деле этот метод очень прост. Все ингредиенты увлажняются, затем отправляются в смеситель, специальный комбайн, где смесь тщательно перемешивается на протяжении 1,5 часов. Так долго, чтобы масса в итоге стала однородной. Кстати, процесс увлажнения происходит благодаря 2 компонентам – раствору желатина и крахмальному клейстеру. О готовности массы мы судим по внешнему виду. Масса должна хорошо отходить от рук, она должна иметь определенную температуру. Для этого у нас в смесителе есть встроенный датчик, который передает гранулирующим, до какой температуры нагрелась наша масса. Готовая масса отправляется на этап сушки, а затем через пару часов попадает на стадию гранулирования. Гранулятор устроен очень хитро. В него встроено несколько сеток разного диаметра, через которые проходит сухая смесь. Таким образом, гранулятор измельчает ее в порошок, который отправляется на следующий производственный этап. Готовая масса поступает вакуумом, подается в вакуумный загрузчик, после чего она поступает в матрицу таблет пресса и сдавливается там 2 пуансонами.
После этого таблетка обеспыливается. Обеспыливается она, проходя через вибросидо с металлодетектором. Если говорить простым языком, то уже почти готовая таблетка поступает в специальное сито. Из-за сильной вибрации с нее уходит вся лишняя пыль. Также в оборудовании встроены металлодетекторы, которые следят, чтобы в массе не оказалось остатков железа или других веществ. Затем уже почти готовая таблетка отправляется на этап покрытия оболочкой. Нанесение суспензии осуществляется методом наращивания в дрожжировочных котлах на протяжении 12-13 часов. Дрожжировочные котлы у нас состоят из меди, имеют круглую форму. Процесс достаточно длительный, и на протяжении всех 12-13 часов наши изготовители дрожжей суспензию носят вручную порциями, а сушат воздухом, который проходит несколько стадий очистки. Новая порция добавляется каждые 15 минут и перемешивается специальными веслами. Это делается для того, чтобы избежать сбивания таблеток в комки, а также, чтобы уже застывшая оболочка не треснула. Такой метод имеет собственное название – принцип наращивания. Кстати, даже у приготовления оболочки есть свои нюансы. Готовится сахарный сироп, и на основе этого сахарного сиропа добавляются красители и все компоненты, образует суспензию. Суспензия сама имеет желтый цвет и наносится постепенно. Сначала на ядро у нас наносится желатиновая оболочка, потом вот суспензионная, а потом уже наносится глянец, чтобы таблетка получалась у нас мало того, что красивая, ровненькая, так еще блестела. Затем таблетки проходят через специальное сито, а после отправляются на стадию упаковки. Каждый флакон последовательно наполняется через 50 отверстий во вращающемся диске бункера. Наполненные флаконы направляются на автомат укупорки лентой чесальной, а затем к узлу укупорки флаконов пробкой пластмассовой. После чего флаконы передвигаются к этикетировочному узлу, а далее они поступают на стадию упаковки. Белорусский завод медпрепаратов, который находится в Борисове, выпускает растительные лекарства не только в таблетированной форме. Наш завод производит настойки на основе лекарственных препаратов. Это настойка пустырника, настойка валерианы. Также есть мази. Эффективность растительных препаратов научно доказана. В зависимости от действующего вещества лекарство может содержать, например, алкалоиды, оказывающие обезболивающее, стимулирующее или успокаивающее действие. Флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты, укрепляют стенки сосудов и обладают противомикробными свойствами, а также терпеноиды – природные органические соединения, использующиеся в ароматерапии. Великий древнегреческий врач и философ Гиппократ утверждал: медицина – это искусство подражания целебному воздействию природы. Если вы были с нами последние полчаса, то наверняка согласитесь, сегодня это не только подражание, но и тесное научное сотрудничество с природой. Целебные свойства растений и современные возможности их применения вместе изучались сегодня в проекте «Наука рядом». До встречи в эфире.